Зертой нам шон фаделте раджи, мангдуне да мудиш фней, амыр шаудалынг. Штейца харвы жилдыл фажендиш хуры салх, майжынг, шталыты ыртывд, шауах щит амма, нывандга арфаны фандак. Штей шарухшы андарк фардыгау, сахарта сахта цахартыма, арвай фешкиута жынжышталфан, уйфашта фештадиш шаумыла жонфанык жаххыцарыл. Ама курхаута вадарвай сахаркалга шузгарты жынжы артих, вот шауфанык фештади жаххыл. Уйфашта хусауш фалдышта, усы сахарар вон арты фаныкай, нарты. Ничто не может остановить бег времени. Все, что остается на долю человека, собирать по крупицам и хранить осколки великого наследия, чтобы знать, кто мы, откуда и куда идем. Вот уже целый век Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований является собой ту самую связующую нить между эпохами. Здесь изучают и бережно хранят прошлое, анализируют настоящее, прогнозируют будущее. Цели грандиозные, задачи непростые, но трудности ученых никогда не останавливали. Свою историю институт берет в 1919 году с образования Осетинского историко-филологического общества. Революция, разруха, всеобщий хаос, а в Осетии тем временем объединяется группа энтузиастов и рождается первое научное учреждение горских народностей для собирания и изучения исторических памятников. Приглашали сказителей из горных селений, из Южной Осетии. Тот же знаменитый Гаха Асланов был у них одним из первых информантов. Собрали огромное количество материала. Удивительно то, что они не просто его собирали, а делали это очень грамотно. Ведь среди них не было профессиональных ученых в то время. Но они понимали, как нужно собирать материал, они понимали его ценность. Понимали, что нельзя вторгаться в текст сказителя, нельзя править его на свой вкус, на свое усмотрение, что нужно ценить первоисточник. Одним из ключевых лиц историко-филологического общества был Губади Дзагуров. Он опросил более 80 сказителей и оставил наследие около 5000 листов текста. На основе этой колоссальной работы была создана серия изданий «Памятники устного народного творчества осетин». Сегодня портрет Губади Дзагурова на почетном месте в архиве СОИКСИ. Именно он приложил руку к созданию главного архивного управления по Терской области и стал его руководителем. Архив СОИКСИ – это грандиозный фонд, насчитывающий более 10 000 единиц хранения. Это оригинал сборника Ирун Фанде. Да, вот посмотрите, как это все трогательно, да, и действительно, когда у нас кто-то бывает, и кому-то мы показываем, да, они прям вот с удивлением открывают для себя вот эти документы бесценные, да, они говорят, правда, это Коста Китагоев написал, вот посмотрите. Эти экспрессивные росчерки буквы «К» ни с чем не перепутаешь. Авторство очевидно. Держать в руках тетрадь, исписанную рукой самого великого Коста, волнительно и радостно. Здесь, в тишине архивных комнат, оживают голоса, звуки музыки и память прошлого. Архив СОИКСИ – это золотой фонд осетинской культуры. А начиналось все с рукописей Коста, Махарбека Туганова, Алихана Токаева, Гацира Шанаева, копий рукописи первого осетинского поэта Тимирбулата Мамсурова, неизданные рукописи нартовских сказаний Инала Канукова и, конечно, подшивки газет, журналов со статьями по осетиноведению. Тексты Туганова, они вошли во все сборники нартовского эпоса. И в знаменитое академическое издание, вот трехтомное, да, вот знаменитая запись Тугановым вот этой всем известной легенды о Ацамазе и Абунде. Вот этот текст на Дегорском, он считается одним из самых лучших. Но если не самым лучшим, то одним из самых лучших. И он вошел буквально, и в том числе вот семитомный книг, который составляла Тамара Алексеевна Хамицаева. Да, вот она, к сожалению, ее уже нет с нами, она успела выпустить 7 томов нартовского эпоса.
Туда тоже вошли, вот в разделе тюгурских песен, вошли туда, как раз-таки вариант вошел туда Махарбека Туганова. Это гражданская война. Это очень тяжелое время, но уже многие люди, а это ученые, как правило, ученые люди, интеллигенция осетинская, они уже думали не о войне, а они думали о будущем. Они закладывали фундамент будущей науки. И они несли сюда, вот в этот архив, все, что они могли сюда принести, то есть свои работы, книги, которые у нас находятся вот под нами в нашей библиотеке, она одна из лучших в Осетии, научная библиотека, свои работы, тот фольклор, который они собирали, картины, рисунки, то есть все, что потом составило, собственно, содержание нашего архива. Вот посмотрите, я взяла один из многих томов документов, которые были собраны Губади Алексеевичем Дзагуевым. Вот посмотрите, ведь посмотрите, отвлекитесь от сегодняшнего времени, да, это не время компьютера и даже еще не время пишущих машин, хотя они уже были, конечно, но посмотрите, вот это только я вам сейчас раскрыла 2 страницы из большого наследия, большого фонда Дзагуевой. Тысячи страниц рукописных текстов, бесчисленные исследования, анализ, систематизация – все это настоящий научный подвиг тех, кто стоял у истоков, и тех, кто продолжает их работу сегодня. Открыта лаборатория, которая занимается созданием электронной версии фонда. Это, несомненно, стимулирует исследования в области осетинского языкознания, фольклористики, литературоведения, истории, искусствоведения, этнологии осетин и других народов Северного Кавказа. В 1925 году историко-филологическое общество преобразуется в научно-исследовательский институт краеведения. В штате сотрудников появились профессиональные ученые, было расширено поле деятельности, впоследствии была открыта аспирантура и появилось собственное издание «Известия НИИ краеведения». Вот в 1925 году первое, что сделал институт, вновь образованный, это издал журнал. Он так и назвался «Известия научно-исследовательского института краеведения». Номер первый был подготовлен еще обществом, но общество не располагало тогда возможностями его издать, а вот институт такой журнал издал. И хочу отметить, что эту некогда прерванную традицию, она была прервана в 1937 году, когда изымали журнал, нам удалось восстановить, и у нас уже 12 лет выходит этот журнал под тем же практически названием. Вот так он выглядит и называется «Известия СОЭКСИ». Этот журнал входит в перечень ВАК. Члены общества, они, в общем-то, менялись часто. Общество возглавлял председатель, правление менялось каждые 3 года, но наиболее постоянными членами общества и в должности председателя, ученого секретаря были Борис Андреевич Алборов и Губади Дзагуров. И отмечу, что эти люди не ограничивали свою деятельность только наукой. Они волновались в целом о том, что происходит в Осетии. Они приняли активное участие в создании культурной, образовательной инфраструктуры. Вот, например, в 1920 году было образовано Главное архивное управление, и общество в этом приняло самое активное участие. При непосредственном участии Губади Дзагурова был произведен отбор материала, который составили будущий архив. Он же стал первым руководителем архивного управления. Большую лепту они внесли в развитие музейного дела, поскольку у себя в своем обществе они тоже создали музей материальной и духовной культуры. Первый небольшой музей, но вот первые экспонаты его были такие. Это была Остинская гармонь с орнаментом, на котором был изображен лабиринт Шердона. Это были личные вещи Костахи Тагурова, которые передали обществу сестры Цаликов и Кочинов. Старинный щит, стрелы, двуструнная балалайка, картины, портреты известных осетин. То есть с этого начинался музей. Одним из ключевых направлений работы института была и остается этнология. СОЭКСИ на сегодня в профессиональной среде считается флагманом осетиноведения. Крупнейшие научно-практические конференции, масштабные исследования и издания научных трудов – явное свидетельство плодотворной работы. Осетиноведение как отрасль науки
давно вышла за пределы национальных границ Осетии и даже России. Своим становлением и развитием эта отрасль науки полностью обязана Северо-Осетинскому научно-исследовательскому институту, который отмечает в эти дни свое столетие и которое носит гордое имя Василия Ивановича Абаева. За свои 100 лет институт сделал огромный вклад в развитие науки и культуры осетинского народа во всех отраслях осетиноведения, таких как историческая, гражданская история, археология, этнография, фольклористика, языкознание, филология и другие второстепенные отрасли науки. Институту удалось сделать очень большой вклад в их развитие. Каждая из этих отраслей за эти 100 лет обогатилась целым рядом серьезных монографий, научных статей и, одним словом, достигли очень больших успехов. Одно из первых и важнейших направлений работы отдела этнологии – нартоведение. Жемчужина художественной культуры Осетии – нартовский эпос, составная часть богатейшего фольклорного наследия осетин. СОИКСИ с момента образования определил одним из приоритетных направлений работы собирание, систематизацию, изучение и публикацию эпических текстов. 12 ноября 1940 года был создан Государственный нартовский комитет, куда вошли ведущие ученые института, поэты, художники. И главенствующая роль была отведена научно-исследовательскому институту краеведения, который организовал 11 экспедиционных групп для того, чтобы в равнинных селах Осетии был собран полевой материал. Следствием явилось то, что в начале 40-х годов Васо Абаевым и Иваном Джанаевым были обработаны и подготовлены к печати 150 авторских листов нартовских сказаний. В 1946 году совместно с Институтом мировой литературы РАН свод был издан с русским переводом и поэтическим изложением. Это стало важным событием для всего мира. За годы работы института было создано множество ярких и значимых изданий эпоса. Неоценима роль первых собирателей эпоса. Их фамилии хорошо известны. Это Гацир Шанаев. Ну, конечно же, мы не можем не упомянуть Всеволода Федоровича Миллера, да, которому помогали представители осетинской интеллигенции Гацир Шанаев и Горданов. Очень важную роль сыграли исследования Суско Амбалова и многих других. Наши современники, продолжая традицию первых представителей осетинской интеллигенции, которые, собственно, заложили основы собирания и систематизации эпических текстов, также вносят достаточно значительный вклад в развитие нартоведения. Скажем, вот Людвиг Алексеевич Чебиров, у которого изданы монографические публикации, получившие, конечно, очень такой значительный общественный научный резонанс. Также, конечно же, Людвиг Алексеевич плодотворно трудится над изданием нартовской энциклопедии. Как сам Людвиг Алексеевич говорит, что осетинское нартоведение уже достигло той стадии, когда мы можем систематизировать все знания, полученные в процессе изучения, исследования фольклора, вообще вот эпоса, и можем публиковать подобные энциклопедические издания. Новым направлением этнологии в СОИКСИ является Центр генеалогических исследований. Он существует 10 лет, и за этот небольшой срок удалось добиться значимых результатов в работе. В нашей стране был такой период, когда обращение к предкам оно не приветствовалось, и генеалогия была в таком затишье. Но сначала, где-то вот с 90-х годов, интерес стал возрастать. Люди стали собирать материал, информацию по истории своего рода, своей фамилии. Очень многие фамилии издали книги
о происхождении своей фамилии. Ну, большую помощь в этом оказывают на самом деле архивы. Наш архив, он уникален в том плане, что в нем сохранились документы с родословными, вплоть до самих родоначальников. Есть некоторые фамилии, да, вот много фамилий, которые в середине позапрошлого уже 19 века, они подавали документы в сословные комитеты и так далее. И вот эти вот росписи они туда представляли. И они сохранились в нашем государственном архиве. И по ним можно проследить, в принципе, историю многих фамилий остинских. Но кроме этого есть куча других документов, есть переписи населения за разные годы, по которым тоже можно восстановить поколенную роспись той или иной фамилии или семьи. И таким образом мы можем дойти до довольно далекого предка. Сегодня в СОИКСИ имени Василия Ивановича Абаева реализованы фундаментальные и прикладные проекты по остинскому языку. Проведены междисциплинарные этнолингвистические исследования, создан целый ряд фундаментальных словарей. Осетинско-русско-английский словарь в 2 томах под редакторством Тамерлана Гуриева, большой русско-осетинский словарь, современный русско-осетинский разговорник, осетинско-русский словарь в 4 томах, работа над которым начинал Тамерлан Александрович Гуриев и завершила его дочь Эльмира Тамерлановна. Тамерлан Александрович Гуриев – один из ведущих языковедов мира, доктор филологических наук, профессор. Он автор сотен научных и научно-популярных публикаций, посвященных осетинскому и общему языкознанию, филологии, нартоведению. Теперь наследие Тамерлана Александровича – часть истории. В стенах института открыт мемориальный кабинет-музей профессора Тамерлана Гуриева, в котором хранится уникальная библиотека ученого, книги с его пометками, рукописными закладками, личные вещи, фотографии. Это не только дань памяти, но и возможность сохранить для молодых поколений ученых атмосферу настоящей академической науки для дальнейшей исследовательской работы. То, как функционирует этот кабинет в качестве мемориального эти 3,5 года, это есть естественное продолжение того, каким он был, когда был рабочим кабинетом. Потому что, когда он был рабочим кабинетом профессора Тамерлана Александровича Гуриева, сюда приходило очень много народу, многие неравнодушные к вопросам осетинского языка, осетинской литературы, фольклора нашего, традиций, этикета, быта, своих собственных фамилий. Многие приходили сюда с вопросами, за советом, за комментарием, за мотивацией, за помощью, с возражениями, с несогласием. Сюда приходили творческие люди со своими произведениями. Здесь бывали литературные читки, здесь бывали очень интересные обсуждения. Ну и, наверное, самое главное, так как это все-таки научно-исследовательское учреждение, что именно здесь очень многие, и среди них видны наши нынешние ученые, получали урок такого правильного академизма, правильной академичности. Вот они видели пример того, как надо бережно относиться к научной книге, как надо быть, насколько скрупулезными и дотошными надо быть с научной литературой. Видели, как нужно, каким фундаментальным знаниями надо обладать, чтобы выстраивать собственные концепции. Ежегодно сюда, в СОИКСИ, приезжают исследователи со всей России и других стран – Германии, Японии, Турции, Ирана. Ученых привлекает обилие научного материала, большой архивный и библиотечный фонд. К слову, библиотека СОИКСИ на Кавказе по праву считается одной из самых богатых своими краеведческими материалами. Библиотека института – одна из старейших библиотек на Северном Кавказе с очень большим собранием кавказоведческой литературы. А история нашей библиотеки, конечно, неотъемлемая часть от истории всего института. Об этом говорит, что уже в 1919 году в фондах библиотеки находились такие ценные издания, как «Адаты кавказских горцев» Леонтовича. Это уже в 1919 фондах эти книги были.
Другая такая интересная книга – это материалы по археологии Кавказа Уваровой. Еще есть материалы для новой истории Кавказа Будкова. Кроме этого, в фондах библиотеки уже в 2019 году находились такие книги, как «Кавказский сборник», «Горский сборник», и книги, которые они очень актуальны и по сегодняшний день, материалы для описания местности и племен Кавказа. Институт имеет давние традиции международного сотрудничества, начало которым было положено еще в 20-е годы с помощью Всесоюзного общества связей за границей. Гигантским прорывом в налаживании международного сотрудничества стала инициатива директора института Сергея Петровича Тоболова, который в 1993 году организовал экспедицию «Виа Аланика» – «Дорога Алан». Были установлены контакты с двумя научными центрами – Институтом Среднего и Дальнего Востока, Италия, Рим, и Институтом Востока Неаполитанского университета. Сегодня институт активно сотрудничает с коллегами из Турции, Испании, Швейцарии, Германии, Ирана, Японии. География международного сотрудничества с ОИКСИ продолжает расширяться год от года. В 2013 и 2015 году были проведены достаточно масштабные экспедиции по сбору фольклорного материала от осетин Турции. И опять же, без помощи ответственных людей с той стороны, со стороны турецких осетин, у нас бы не состоялись эти экспедиции. То есть нас возили, нас обеспечивали жильем, нам устраивали какие-то вечера, где мы могли обозреть этих осетин Турции, где они находились в такой вот обстановке, которая располагала к тому, чтобы поведать нам истории, которые они сохраняли 150 лет. 150 лет они уже проживают на земле Турции. И все это время, как выяснилось после экспедиции в результате записи, они сохраняли очень ценный для нас материал. Волшебные сказки, которых здесь уже нет, там они еще рассказываются. Какие-то маленькие сказочки кумулятивные, которых я тоже здесь не встречаю, там они еще рассказываются. К сожалению, нартовского эпоса очень и очень мало. Есть воспоминания о героях. В 2018 году мы с моей коллегой Эльмирой Гуриевой отправились в долгосрочную стажировку в Тегеран, где мы изучали персидский язык, первую начальную стадию. Мы познакомились с большим количеством ученых, конечно же, благодаря нашим коллегам. Я студентка, учусь по программе международных отношений Азии и Кавказа, учусь по обмену между моим университетом и СОГУ. Мой предмет связан с политическим устройством Грузии. Цель моего приезда, исследования моего предмета, я поняла, что имеются только скудные сведения за последние 10 лет, и все они представляют видение проблемы только со стороны Запада. Именно поэтому я решила приехать сюда, чтобы иметь не только западную точку зрения, но и знать реальную картину. Это отличный повод побывать здесь и получить прекрасный опыт. В СОИКСИ создан научно-образовательный центр, который призван привлечь талантливую молодежь, создать преемственность и поддерживать исследовательские инициативы молодых ученых. Отдел был создан с целью содействия научному творчеству молодых ученых и интеграции научного и образовательного процесса. В 2014 году научно-образовательный отдел был преобразован в научно-образовательный центр. В структуру центра входят две базовые кафедры. Это кафедра осетинского языка и литературы СОКПИ и кафедра истории и этнологии СОГУ. Научные стажировки здесь проходили и проходят не только молодые ученые из России, а также из Германии, Японии, Турции и Ирана. Научно-образовательный отдел он осуществляет археологическую, этнографическую, фольклорную, преддипломные практики студентов. Также он обеспечивает научное консультирование при написании курсовых, дипломных и магистерских работ.
Масштабная работа проводится в Суикси и в сфере археологии. Серьезный вклад в науку – это исследование Даргавского катакомбного могильника. На этом поприще плодотворно трудятся профессора Руслан Затиаты и Алан Туалагов. С 1993 года Руслан Георгиевич руководит Даргавской археологической экспедицией Суикси, материалы которой регулярно пополняют фонды Национального музея Северной Осетии и выставляются в экспозициях различных музеев. Это настоящий кладезь артефактов. Анализ материала говорит о широких культурных и торговых связях с окружающим миром, об уровне ремесленного производства на месте и о религиозных представлениях и эстетических пристрастиях раннесредневекового аланского населения Центрального Кавказа. Современное осетиноведение прошло сложный и драматический путь. Новый политический режим диктовал свои требования, кардинально поменял тематику исторических исследований и организационную структуру. Только в начале 30-х годов появляются кафедры истории в вузах, отделы в НИИ. Сектор истории появился и в Остинском НИИ краеведения. Его работа была полностью регламентирована идеологией и была осложнена нехваткой профессиональных кадров. Почему сложно? Не только потому, что идеология определяла все научные направления, это было абсолютно и безусловно, но еще и потому, что не было кадров. Вообще, вот в начале 30-х годов был только один профессиональный историк – Георгий Александрович Кокиев, который работал здесь по совместительству, потому что он был профессором МГУ, и здесь он уже был приглашенным, так сказать, научным сотрудником. Уже поэтому одной из важнейших задач была подготовка научных кадров. В 1930 году открыта аспирантура, которая готовит гуманитариев, в том числе и историков. От прошлого к настоящему отдел социально-политических исследований один из самых молодых в структуре. Он был создан в 1980 году и с тех пор занимается мониторинговыми исследованиями и анализом значимых общественных процессов. Я представляю отдел социально-политических исследований. В истории института отдел социально-политических исследований, или отдел социологии, как он раньше был, он, наверное, один из, не скажу самый молодой или самый юный, но один из самых молодых, потому что официально этот отдел был в структуре института создан только в 1980 году. И вот с этого времени, фактически непрерывно, сотрудники отдела занимаются исследованием, социологическими исследованиями социально-экономических, социально-политических, культурологических процессов межэтнического взаимодействия, межконфессионального взаимодействия, миграционных процессов, которые протекают у нас в республике, и не только в республике, но и в иных субъектах СКФО. Занимаемся мы мониторинговыми исследованиями, то есть исследования повторяющиеся, допустим, по ценностям молодежной среды, да, по установкам на миграцию, по отношению к той или иной, к тому или иному этносу, да, каким-либо событиям. Примерно такие основные задачи, которые решает, и вообще решал в течение почти уже 40 лет наш отдел в рамках или в структуре Суикси. 100 лет на своем веку Суикси повидал немало. Многое сделано, еще больше предстоит. Пожалуй, самая главная особенность работы института – преданность делу, независимо от обстоятельств. Какие бы бури ни происходили, политические, экономические и общественные, наука всегда на первом месте.